Пожалуй, многие жители Акмолинской области следили за ситуацией вокруг строительства мечети в областном центре. Почти год стройка была заморожена. Пожертвований катастрофически не хватало. Увольнялись строители, не было денег на материалы. Ситуация была, мягко говоря, непростой. Тем более, что государство по закону оказать помощь в строительстве религиозных и культовых сооружений не вправе. Но, к счастью, здесь снова закипела стройка. Надолго ли? Узнаете в следующем материале. Первый колышек новой мечети в Кокшетау был забит 3 года назад. Проектная стоимость объекта, рассчитанного на 1000 посетителей, составила 1 миллиард 400 миллионов тенге. Но средств 200 миллионов благотворительных сборов не хватило даже на возведение внешних стен. Год назад строительство было заморожено из-за нехватки средств, и теперь вновь возобновлены работы. За освоением средств контроль ведет Государственный фонд. В наличии было 350 миллионов. С помощью областного акима Кайрата Кожамжарова были выделены деньги. Теперь, значит, мы перечислили им где-то 82 миллиона. На эту сумму они работу проводят. И каждый этап работы мы будем проверять. При соответствующем качестве работы мы перечисляем деньги. Работы на строительстве мечети продолжает новый подрядчик. Сегодня занято здесь порядка 60 человек. На днях завершится возведение крыши здания. На этот год запланированы подключение всех инженерных сетей. Основные внешние работы должны быть завершены до середины октября. Но сотрудники Госфонда выражают озабоченность темпами строительства, которые вновь начались в мае текущего года. По их мнению, они могли бы быть более динамичными. К большому сожалению, мы недовольны работой сегодняшних строителей, поскольку они очень медленно идут, и организация труда несколько страдает. Поэтому мы требуем от них, чтобы они организовали соответствующую работу, двухсменную работу, чтобы они организовали, и обратили особое внимание на качество строительства. У строителей есть своя точка зрения и свое объяснение ситуации. Сейчас ведутся работы по устройству монолитных перекрытий, балок, поясов. Так как работа является очень трудоемкой, само возведение опалубки занимает много времени. До конца месяца мы планируем установить опалубку, завязать каркасы, сетки и принять бетон. По словам руководителя подрядной организации, число строителей достигнет 120 человек, а значит и производительность труда увеличится вдвое. По замыслу проектировщиков в облицовке стен будет применен агалайский кирпич. Он будет доставлен из Баку в количестве 10 вагонов. Одной из особенностей оформления стен будет применение национального орнамента. Таким образом, возобновлены работы на долгожданном объекте. Будем надеяться, что теперь надежды горожан оправдаются, и мы скоро станем свидетелями открытия еще одного уникального здания в Кокшетау. Галия Ашкенова, Даниэр Амаров, Апта.